Доброе утро. Приветствую журналистов в зале и журналистов в режиме онлайн, которые работают с нами. Тема сегодняшней пресс-конференции – это все тот же извечный, я так думаю, вопрос. Почему? На прошлой пресс-конференции это тоже был главным вопросом. Почему? Почему действующий депутат Жогорку Кенеша Турабайзу Пукаров остается под арестом? Почему это противоречит основному закону нашей страны, Конституции, и многим другим еще моментам? Почему, несмотря на заявления предыдущие, сделанные адвокатами Жилгабеком Бабаевым и Асылбеком Качкоровым, остались вне поля внимания представителей судебной системы? Почему ему продлили срок пребывания за решеткой, скажем прямо так? Что можно ожидать в дальнейшем от развития событий? Что сегодня вам скажут присутствующие здесь адвокаты, госпожа Талайгуль Тактакунова и Асылбек Кочкоров? Жилгабека, к сожалению, нет. Вот тема повторной второй пресс-конференции, связанной с делом Кумтора и связанной с громкими арестами чиновников и представителей власти самого высокого уровня. Получим ли мы ответ на вопрос «почему?» Его, я понимаю, ожидают от главы нашей страны и всех лиц, которые возглавляют правовые структуры и силовые структуры нашей страны. Итак, тема объявлена. Спикеров я вам представила. Нашу пресс-конференцию начинает Талайгуль Тактакунова. После ее выступления ее продолжит Асылбек Качкоров. А затем у нас, естественно, состоится сессия «Вопросы и ответы». Прошу журналистов не забывать мой номер WhatsApp для тех, кто работает с нами удаленно, 0550 70 00 11. Ваши вопросы также будут озвучены, когда я их получу на свой WhatsApp. Мы начинаем, Талайгуль. Здравствуйте, уважаемые журналисты, представители всех средств массовой информации, уважаемый народ Кыргызстана, особенно также избиратели нашего господина Зулфкарова Торобай Закировича. Многих интересует вопрос, почему, да, на самом деле, почему. Каждый не второй, а каждый первый народ Кыргызстана взволнован, их всегда интересует вопрос Кумтора. Правильно? Почему интересует вопрос Кумтора? Потому что это наше будущее, это наше настоящее, это наше прошлое, особенно это наше будущее. И поэтому сегодня, когда говорят, что какого-либо депутата, в том числе нашего Торобай Закировича, когда говорят, закрыли по делу Кумтор, мнение народа разделилось не только на две части, на несколько частей. И каждый первый, услышав, что его посадили по делу Кумтор, он радуется. Наконец-то что-то двигается. Когда мы слышим вопрос Кумтор, мы всегда считаем, что он враг народа. Поэтому сегодня, наверное, пришло время на самом деле народу узнать, для чего сегодня находится народное избранник Торобай Закирович в СИЗО ГКНБ Кыргызской Республики. Что из себя вообще представляет вопрос Кумтора? Мне кажется, даже маленькие дети наши знают. Мы выросли на вопросе Кумтора. Первый – это 2003 год, второе соглашение – это 2009 год, третье соглашение – это 2017 год. Мы с рождения знаем, что эти соглашения были заключены против интересов Кыргызстана. Раз эти соглашения заключены против интересов Кыргызстана, в первую очередь вопрос, кто виноват? Человек, который подписывает данное соглашение, человек, который утверждает данное соглашение. Если мы такое говорим, значит, это начинается с 2003 года. Виноват ли Торобай Закирович по подписанию соглашения от 2003 года? Знаете, ему было 19 лет. Он не был депутатом Жогорку Кенеша, он не был государственным чиновником. Можем ли говорить, что он виноват? Подписывал ли он соглашение от 2009 года? Подписывал ли он соглашение от 2017 года?
Тогда резонный вопрос, для чего он сейчас находится в СИЗО ГКНБ? Мы тоже задавали этот вопрос. Мы каждый абзац, каждое слово этого уведомления о подозрении изучали. Есть ответ. Это не дело Комтар. Первый вопрос. Его действиями причинен ущерб материальным интересам Кыргызстана и в бюджет страны? Нет. Мы с уверенностью можем защитой говорить о том, что сейчас он сидит не по делу Комтор. Я понимаю правоохранителей, я понимаю отдельных лиц. Чтобы водворить в СИЗО ГКНБ действующего депутата вопреки нормам Конституции Кыргызской Республики, который действует всего последние 2 месяца, и принятием этой Конституции у каждого гражданина Кыргызской Республики есть надежда на чудо, конечно, оно будет восприниматься с положительной стороны. Но это не так. Я могу еще раз сказать, он не сидит по делу Комтор. Речь идет о постановлении 2012 года. Сейчас мой коллега Асыл подробно расскажет, но я хочу одним предложением. В 2012 году соглашение не подписывалось. В 2012 году в Жогорку Кеңеше рассматривались несколько проектов постановлений Жогорку Кеңеше вокруг этого Комтор. Первое. Фракция Атамекен предлагал свой проект, где они просили национализировать. И многие депутаты были согласны. В том числе Турубай Закирович тоже был согласен, потому что вы увидите в средствах массовой, то есть в сети интернет, его выступление, где он поддерживает проект данного постановления. Правильно? Есть второй проект постановления, это на тот момент действующей комиссии депутатской во главе нашего действующего президента Садыра Джапарова. Есть третий проект постановления других депутатов также по данному вопросу. Все 3 постановления идентичны. Есть только отдельные моменты. Фракция Атамекен также просит принять к сведению отчет Временной депутатской комиссии. Проект постановления депутатской комиссии также просят принять к сведению отчет этой депутатской комиссии. Третий проект постановления также просят признать отчет Временной депутатской комиссии, только с особенностями некоторыми. Один проект постановления просят, это действующей депутатской комиссии, где указаны фамилии, кого нужно поставить на должностях ЗАО Комтор. Другой проект постановления без идентификации, но сама суть, она одинакова. И даже я по вашим глазам понимаю, а в чем тогда вообще депутаты? Несколько депутатов сейчас на самом деле сидят в СИЗО ГКНБ. В чем тогда их вина? Вы не поверите, на самом деле в уведомлении указано, когда сами депутаты услышали данное подозрение, не только было смешно, потому что это не смешно, настолько удивительно. Якобы один депутат склонил другого депутата к принятию определенного решения. Что из себя представляете? Склонил. Каждый должен понимать уже по-своему, как можно один депутат склонить другого депутата. Но при этом есть конкретные фамилии, кто склонил, но кого нету. Если я вас убеждаю, да, Дёкшилы, я говорю, кого? Значит, имя должно быть, кого я убеждаю.
Я не хочу говорить слово «склонить». Слово «склонить», оно на самом деле само по себе не то, что юридическое, оно смешное. Как можно склонять один человек другого к чему-то? Да, склонить можно, но не принять решение, да, наверное. И каким образом? Но депутат, он самостоятелен в принятии решения или он не самостоятелен? Можно депутата, один рядовой депутат, переубедить другого рядового депутата, не являясь ни лидером партии, ни лидером фракции, ни председателем комитета, ни спикером парламента. Он рядовой депутат. В 2012 году, когда принимались вот эти проекты, Турбай Закировичу было всего 38 лет. Он начинающий депутат. Первый раз избран. Он может кого-то переубедить, склонить. Самое интересное, кого? Если мы считаем, что Жогорку Кеңеш виноват в том, что на тот момент не принят именно тот проект постановления Жогорку Кеңеша со всеми инициалами конкретных людей, которые должны были находиться в управлении ЗАО Кумтор Голд Компани, он будет являться виноват. Тогда давайте, если это так, тогда мы должны понять, какой ущерб причинен. Потому что на сегодняшний день принятое решение тоже нужно время дать. Правильно или неправильно, это покажет только история. Предположить и говорить о том, что ущерб мы не можем. Если так, тогда из 120 депутатов, кто склонился, тоже нужно посадить. Согласны? Кто склонил, находится в СИЗО, якобы, да, склонил. Я извиняюсь, слово склонил, говорю, потому что оно и из уведомления. Кто склонил, если сидит, а кто склонился, где они? Давайте озвучим из всех 120 депутатов. И именно те депутаты, якобы которые склонились и не своей головой думает, и якобы думает головой чужого человека, он должен быть избран в следующий раз. Мы должны их знать в глаза, их посмотреть. И мы должны знать фамилию каждого депутата, который склонился на тот момент. И в будущем он не должен сидеть. Вот в чем вопрос. Поэтому, если мы хотим, народ Кыргызстана, чтобы посадили людей, надо начинать с 2003 года, да? Надо 2009 года, надо 2017 года людей посадить. И Турбай Закирович тоже согласен с тем, что кто причинил материальный ущерб, он должен сидеть. Вот вопрос именно в этом. Чтобы немного было постановление понятно, я говорю одинаковые. Сейчас Асел подробно, наверное, об этом расскажет. Хорошо. Урматтуу кыргыз эл, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү ар бир адамга бүгүн кызык болуп атат. Эмне үчүн парламенттеги депутаттар, бүгүнкү иштеп жаткан депутаттар СИЗОдо отурушат. Ошолордун ичинде Зулпукаров Турбай Закирович эмне үчүн отурат? Кыргыз элине кызык, эмне үчүн отурат? Биз ушул Кумтур деген суроо, бардыгыбыздар бир жаштагы адамдар экенбиз ушул жерде отурган. Биз төрөлгөндөн баштап, биз эс алгандан баштап эле Кумтур деген суроо. Кумтур десе эле биз баягы жылмогуз дейбиз да, баягы кичинекей балдар коркутат, ой бокочо депчи, ошо Кумтур. Биздин бүгүнкү жашап жаткан кыйналганыбыз, келечегибиз ушул Кумтурдун көз каранды деп эсептейбиз, анткени биздин мээбизге сиңген. Чындыгында Кумтур деген бул суроо абдан жаман. Ошон үчүн Кумтур деген
суроо менен бир депутат, ошонун ичинде Турбай Закирович камалды десе, кичинекейинен чоңуна чейин баардыгы сүйүнүп атабыз. Ошондуктан бул суроо чындыгында Кумтор менен отурабы деген суроо болот. Жооп барбы? Эмне үчүн отурат деген жооп барбы? Бүгүнкү чейин ал жооп жок. Биз дагы издедик ошол суроону. Кумтор менен отурат дегенди эмне деп түшүнүбүз керек? Кумтор менен 3 гана келишим болгон. 2003-жылы, 2009 жылы, 2017 жылы. Ошол келишимге тиешеси бар адамдар, ошол адамдардын кыймыл аракети менен мамлекетибизге, мамлекеттин кызыкчылыгына зыян келтирсе, бул Кумтор деген суроо болот. Аны менен баардыгыбыз макул болобуз. Анда туура суроо болот. Турбай Зулпукаров 2003 жылы, 2009 жылы, 2012 жылы ошол келишимдерге тиешеси барбы? Ошол келишимдерге кол койгонбу? Ошол келишимдер менен аралашканбы? 2003 жылы Турбай Закирович 19 жаштагы бала экен. Жогорку кеңештин депутаты эмес. 19 жаштагы. Араңырда сиздер дагы барсыңар, 19 жашта 2003 жыл болгон. Сиз дагы күнөөлүүсүзбү? Депутат болбой туруп. Ооба. Азыркы биздин прокуратуранын, ГКНБнын ою боюнча анда сиз күнөөлүүсүз. Эгерде сиз күнөөлүү эмес болсоңуз, анда Турбай Закирович дагы күнөөлүү эмес, анткени депутат дагы болгон эмес. Ушундай эле ар бир өзүнүн ордуна койсо болот да. Азыр бүгүнкү күндө 2003, 2009, 2017 жыл бир да киши отурган жок. Балким отурат, биз уккан жокпуз. Мен уккан жокмун, сиз дагы уккан жок болушуңуз керек да. Анда суроо, чындыгында эле кызык суроо, эмне үчүн? Ар бир ишти биз бүгүн юридикалык ишти дагы бир саясий көз караш менен карайбыз. Элге жагабы, жакпайбы? Эгерде бүгүнкү ар бир отурган кишини Кумтор десе, элге жагат. Менин оюм ушундай. Ошон үчүн бардыгын Кумтор деп атат. Бирок Кумтор жөнүндө отурган жок. Ошол 2012 жылы 3 жогорку кеңештин фракцияларынын долбоору болгон. Биринчи долбоор Атамекен фракциясынан долбоор болгон. Алардын Атамекен фракциясынын эң биринчи суроосу берген предложение. Сунушу бул национализация деген. Национализацияга ошол кезде и Турбай Закирович дагы макул болгом деп айтып атат да. Анткени азыр интернет булагынан карасаңар болот, ошонун сүйлөгөндөрүн, Атамекен фракциянын ошол кездеги долбоорун колдогон сөздөрү бар. Экинчи долбоор бул ошол кездеги депутаттык комиссия, временная депутатская комиссия деп. Ошол долбоордо ал кездеги биздин бүгүнкү урматтуу президентибиз Садыр Жапаров баштаган комиссиянын долбоору. Үчүнчү долбоор башка депутаттардын долбоору болгон. Үчөө тең эч кандай биринчи башталган ошол кездеги депутаттык комиссиянын отчетун көңүлгө алуу деп башталат. Үчөө тең. Бирок бир гана өзгөчөлүктөрү бар. Атамекен фракцияныкын национализация кылабыз деп атабыз. Депутаттык комиссиясы болсо, ошол депутаттык комиссияныкы да ушундай эле башталат дагы, бирок ар бир адамдын фамилиялары, аттары бар. Бир 15-16 болгон тизме ошол жакта жүрөт. Ушул адамдар барып азыр Кумтордо иштеш керек деген. Үчүнчү долбоордо дагы ушинтип эле баштатат. Депутаттык комиссиянын
отчетун көңүлгө алуу. Бирок жанагы 15-16 список жок. Анан баягы кырсат элет бул башым ооруп кетти, мындай кыскараак айтып коечу, эмне үчүн анда отурат депчи. Эмне үчүн? Эмне үчүн? Азыркы биздин чекисттер тарабынан, прокуратура тарабынан берген уведомление, подозрение деп атпайбызбы, ошонун негизинде айтып атат. Бир депутат экинчи депутатты склонил дегенде кыргызчасындагы көндүрдү. Ушул 3 проекттин бирөөсү ата мекендики добушкада коюлган эмес окшойт. 2 проекттин бирөөсүн добуш берсин, кабыл алсын деп баягы эми бул сөз дагы кыргызча жакшы которулбайт да, склонил деп атат да, склонил. Кимди склонил көрсөтүлгөн жок. Кимди? Биз жакында эле жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлерин коюп, элдердин баардыгы азыр жогорку кеңешке кетет. Бүгүнкү биз жакшы көрөбүзбү, жаман көрөбүзбү, чиңкирик деп атап коебуз, ушул 6-чы сиз баардыгыбыз айтып атабыз да, бул нерсе бүтөт дагы эртең болот. Анда 120 депутаттын ичинен кимиси экинчисин ошол долбоорду кабыл алганга мээсинде ачып туруп, салып туруп, көзүн жумдуруп кол менен бастыртса, көзүн жумуп, мээсин ачып берип, анан билбей мынтип баскан киши көчөдө жүрөт экен. Ал күнөөлүү эмес экен, аппак. А экинчиси эми ошол кантип дегенди билбейт да, жөн эле склонил дейт, ошол киши отурат экен. Бирок качан, кандай, кантип деген суроого жооптор жок да. Эртең биз ошол өзүн билбеген, көзүн жаап, колу менен кнопканы баскан кишилерди, депутаттарды кабыл алышыбыз керек. Ошолорду кайра 7-чи срокко шайлашыбыз керекпи? Биз аны билишибиз керек. Ошондуктан 120 депутаттын ичинен кимиси кимин склонять этсин? Кимиси склонился? Эми орусча кыргызча кетип атат, бул сөздү чындыгында мындай жакшы которо албай калып атам да. Анда бардыгын отургузалы. Эми бул резондуу эле талап болот да. 120 депутаттын ичинен ошону биле эле кайсынысы склонился, кайсынысы именно кимиси качан кого склонил. Ошондуктан бул Кумтөрдүн суроосу эмес. Кумтөр жөнүндө отурган жок бүгүнкү күндө. Азыр мен коллегам Асыл, мен айтып атпаймынбы, 3 долбоор болгон, 3 тең окшош. Баягы 10 различий тапла деп коебуз го. 3 картинаны көрсөттү. Ошону кандайчасын жакшы тастыктап айтып берет. Спасибо, Талайгуль. Я попрошу Асылбека очень коротко на русском языке, потому что эта аудитория понимает русский язык, а есть та аудитория, которая работает с нами, и им тоже очень интересно, тем более в международном формате. Поэтому, пожалуйста, коротко на русском и резюмируйте на кыргызском. Итак, в чем суть постановления номер от 2012 года, я так понимаю? Пожалуйста. Доброе утро, коллеги. Я хочу проинформировать вас о принятом Жогорку кеңешем Кыргызской Республики постановлении по итогам работы депутатской комиссии, временной депутатской комиссии. Как мой коллега сказал, уже было несколько вариантов предложено к рассмотрению всему составу парламента. В итоге было принято постановление 27 июня 2012 года, которое на сей день не отменен. Он имеет юридическую силу и является действующим. Я хотел пройтись по пунктам данного постановления Жогорку кеңеша, чтобы вы сами дали оценку, насколько это постановление противоречит интересам государства, противоречит интересам народа, и есть ли тут признаки коррупции или признаки измены родине и своему народу. Так, первый же пункт гласит: принять к сведению отчет депутатской комиссии. То есть здесь не сказано, что
выводы депутатской комиссии были неверными и неправильными. То есть они приняли. Второй пункт. Признать инвестиционное соглашение между правительством Кыргызстана и компанией Центр Голд Company, ЗАО Кумтор Голд Company, заключенное 31 декабря 2003 года, как соглашение, глубоко противоречащее интересам кыргызского народа и государства, заключенное в коррупционных интересах, правящее в то время клики кыргызского правительства. То есть Жогорку Кеңеш четко дает свою негативную оценку заключенному в 2003 году соглашению. Оно объявляет данное соглашение преступным и противоречащим требованиям, интересам народа Кыргызстана. Так, за это постановление задержали Зулпухарова, за то, что они приняли такое постановление, Оно остается действующим? оно остается действующим. В-третьих, в целях всестороннего, полного и объективного изучения информации, отмеченной в депутатской комиссии, правительству Кыргызской Республики в срок до 10 июля 2012 года образовать государственную комиссию с включением в ее состав депутатов, представителей аппарата президента, правительства, независимых экспертов и представителей органов местного самоуправления. То есть Жогорку Кеңеш предлагает пойти еще дальше, еще детальнее изучать деятельность Кумтора. Они не ставят под вопрос выводы депутатской комиссии, они хотят еще более глубоко изучить этот вопрос и сделать выводы. И для этого предлагают создать государственную комиссию, еще более широким представительством государственных органов и местного сообщества и независимых экспертов. Четвертый пункт. Они государственной комиссии поручают до 1 октября 2012 года с привлечением международных экспертов провести оценку экологической, промышленной и социального ущерба, нанесенного деятельностью Кумтор Голд Company. Здесь не говорится, что государственная комиссия должна прикрывать деятельность Кумтор Голд Company. Наоборот, говорят, изучите его деятельность и покажите, какой ущерб они нанесли. Дальше. Пересмотреть количественный и качественный состав представителей кыргызской стороны в правлении и управлении компанией. То есть всегда остается вопрос, что десяток граждан Канады, которые работают, иностранных специалистов, которые работают в Кумторе, получают зарплату чуть ли не соразмерную с зарплатой несколько тысяч граждан Кыргызстана. Этот факт тоже отмечается и в заключении депутатской комиссии, и вот в данном постановлении тоже говорится, изучить и пересмотреть количественное соотношение. Дальше, до 1 октября 2012 года в целях защиты экономических и экологических интересов Кыргызстана инициировать пересмотр соглашения о новых условиях по проекту Кумтор, а также иных нормативных правовых актов в части увеличения суммы отчислений на экологические мероприятия, пересмотр долей владения кыргызской стороны акциями в компании Центера, пересмотр конституционной площади, пересмотр налогового режима, пересмотр формулы распределения доходов и иных вопросов. И до 1 ноября 2012 представить Жогорку Кеңешу отчет. То есть парламент поручает государственной комиссии в конкретный срок до 1 октября сделать выводы и прийти с конкретными предложениями, которые должны предусматривать увеличение отчислений в бюджет, пересмотреть способы и методы работы в Кумторе, пересмотреть долю Кыргызстана в данной компании в Центере, да, на тот момент 33% было, в сторону увеличения, конечно же, полагаю, здесь не написано, но весь смысл документа свидетельствует о том, что Кыргызстан, и в том числе депутаты Жогорку Кеңеша Кыргызской Республики, не были довольны тем фактом, что только 33% акций принадлежат Кыргызстану, хотя более 70% доходов компании Центера обеспечивает Кумтор. И другие вопросы. И дальше рекомендует правительству отменить постановление правительства о выделении Кумтору земельных участков на новые площади, провести восстановительные работы автомобильной дороги Балык-Чакаракол, подготовить проект решения по выходу кыргызской стороны из инвестиционного соглашения между правительством, компанией Центера Голд и ЗАО Кумтор Голд Company, заключен 31 декабря 2003 года. То есть Жогорку Кеңеш прямо поручает правительству Кыргызской Республики составить проект решения по выходу Кыргызстана из этого соглашения. Это означает, что правительство Кыргызской Республики, как исполнительная власть, должна была выполнить данное требование постановления Жогорку Кеңеша. Как вы видите, Жогорку Кеңеш, пользуясь своим контрольными функциями и функциями представительного органа, делает все необходимое для того, чтобы правительство, исполнительная ветвь власти, работало в интересах Кыргызстана. Дальше, вот Генеральная прокуратура сейчас подозревает нашего клиента в коррупции. Да? Вот на основании расследования Генеральной прокуратуры опубликовать в СМИ список лиц от кыргызской стороны, причастных к заключению соглашения по массированию Кумтор. То есть
Жогорку Кеңеш требует назвать имена виновных лиц. Они поручают Генеральной прокуратуре: проведите расследование, определите, кто виноват. И, пожалуйста, пускай народ знает своих героев в лицо. Ну, это в 2012 году еще Государственное агентство по геологии и минеральным ресурсам поручает аннулировать лицензию ЗАО Кумтард Голд Компани на концессионную лицензионную площадь на 13 360 гектаров. То есть непосредственно поручение забрать у Кумтора с дополнительным выделенным в 2009 году площади. Прямо указывает забрать. Иные лицензии, выданные в соответствии с соглашением о новых условиях по проекту Кумтор. То есть все лицензии, которые были выданы после и которые вели к увеличению площади месторождения, выделенной для Кумтора, все аннулировать требуют. Президенту рекомендуют отменить свои некоторые указы. И пункт 8 очень любопытный. Генеральной прокуратуре Кыргызской Республики изучить все заключенные с Кыргызской Республикой соглашения и другие документы о сотрудничестве, провести расследование, создание межведомственной следственной группы, фактов правонарушений по проекту Кумтора, отраженных в отчете, и представить по ним юридическую оценку. То есть еще в 2012 году наш подзащитный Зулпукаров вместе с 120 депутатами Жогорку Кеңеша проголосовали за то, чтобы Генеральная прокуратура провела расследование и привлекла к ответственности всех виновных лиц. Так в чем же тогда вина нашего подзащитного, если он голосовал за это постановление? За то, что он голосовал за это постановление, восстановить все утерянные материалы по ранее возбужденным уголовным делам, связанным с рудником Кумтор, тоже поручается Генеральной прокуратуре. И еще один такой последний ремарка. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета Узакбаева и Батырбекова, которые ныне сейчас находятся на свободе, которых задержали, но отпустили. То есть лица, которые должны были контролировать исполнение от имени Жогорку Кеңеша данного постановления, находятся на свободе. А наш подзащитный, который на тот момент не являлся ни председателем комитета профильных, не являлся членом депутатской комиссии, не являлся руководителем Жогорку Кеңеша, был в числе 120 депутатов, привлечен к уголовной ответственности, находится под стражей, а эти два господина находятся на свободе. Вы сами можете дать свою оценку, насколько это предательское постановление и насколько оно ущемляет интересы Кыргызской Республики. Если это постановление ущемляет интересы Кыргызской Республики, я не знаю тогда, какое должно было постановление принимать Жогорку Кеңеш Кыргызской Республики. Это вкратце мы хотели вас ознакомить, какое было принято решение Жогорку Кеңешем. И вы вольны давать сами свою оценку. Но я думаю, что вы согласитесь с нами, что постановление было глубоко в интересах Кыргызской Республики. И хотел бы еще раз напомнить, что создается очень опасный прецедент. За решение Жогорку Кеңеша в составе 120 депутатов почему-то отвечает несколько депутатов, 2 и 3. Как в Конституции прописано, депутаты Жогорку Кеңеша не несут ответственность за итоги голосования, за высказанное свое мнение. Каждый депутат волен предлагать свои проекты постановления, свои варианты решения. И только Жогорку Кеңеш всем своим составом принимает большинством голосов решение, какое именно постановление поддержать. То есть ни в одном нормативном правовом акте не написано, что один вариант, который предлагается депутатской комиссии, должен только рассматриваться, и его должны в обязательном порядке рассматривать. Депутаты вольны принимать решения сами. Если они считают, что вариант, который был принят, лучше, они за него голосуют. Если они считают, что вариант, который был предложен депутатской комиссией, не совсем подходит и не совсем учитывает все моменты, которые и возможные последствия, которые могли быть от принятия такого постановления, то они могут вольны голосовать против. Но привлекать человека к уголовной ответственности только за то, что он пошел против предложенного варианта депутатской комиссии, ну это абсурд и нонсенс, и вызывает только сожаление и разочарование. Спасибо за внимание. Спасибо. Пожалуйста, на кыргызском языке для кыргызскоязычной прессы. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу угуучулар, биз сиздерге Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 27-июнь 2012 жылы кабыл алынган токтомунун мазмуну жөнүндө билдирүү таратып кетели деп чечтик. Себеби биздин клиентибиз Төрөбай Закирович Зулпукаров, Жогорку Кеңештин депутаты, ага угузулуп аткан айыптар боюнча, ага угузулуп аткан шектөөлөр боюнча ал Кыргыз Республикасынын
Кыргыз Республикасынын элинин кызыкчылыктарына карама каршы келген токтом кабыл алууга, Жогорку Кеңеш тарабынан токтом кабыл алууга көмөктөшкөн деген айыптар коюлуп жатат. Анан бул анын иш аракеттери коррупция болот имиш. Бирок мен сиздерге азыр Жогорку Кеңештин кабыл алган токтомунун мазмуну менен тааныштырып кетейин. Сиздер өзүңүздөр баа бериңиздер, өзүңүздөр жыйынтык чыгарыңыздар. Биринчисинде эле Жогорку Кеңештин токтомунун биринчи эле пунктунда депутаттык комиссиянын отчетуну эске алуу тууралуу жазылып атат. Бул жерде депутаттык комиссиянын отчету туура эмес, же аны эске албашыбыз керек деген сөз жок. Экинчи пунктунда Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен жана Центра Голд компаниясы, ЗАО Кумтор Голд компаниясы менен 2003 жылдын 31 декабрында түзүлгөн инвестициялык келишим Кыргыз Республикасынын элинин жана мамлекеттин кызыкчылыгына одоно каршы келген келишим деп табылсын, жана бул ошол мезгилдеги өкмөт төбөлдөрүнүн кызыкчылыгында жасалган деп табылсын деп баасын берип атат. Юридикалык болбосо дагы саясий баасын берип атат. Бул келишим чыккынчылык келишим деп 2003 жылкы келишимди Жогорку Кеңеш тапты. 3 пункт менен ушул депутаттык комиссиянын кылган жумушуну андан ары күчөтүү, өркүндөтүү максатында мамлекеттик комиссия түзүлсүн деп атат. Мамлекеттик комиссияга эл аралык көз карандысы эксперттерди, жергиликтүү өз алдын башкаруу органдарынын өкүлдөрүнүн катышуусу менен, анан президенттин администрациясынын жана башка өкмөттүн органдарынын катышуусу менен мамлекеттик комиссия түзүлсүн. Дагы мамлекеттик комиссия болсо 2012 жылдын 1 октябрына чейин өзүнүн жыйынтыгын берсин деп атат. Кандай жыйынтык, кайсы маселелер боюнча жыйынтыгын бериш керек? Биринчиси, Кумтор Голд Оперейтинг компаниясында рудник Кумтор кени боюнча иштеп жаткан документтердин баарын карап чыгып, анын экологиялык, экономикалык жактарын изилдеп чыксын, канчалык Кыргызстанга пайдасы бар, зыяны бар, ошону тактагыла деп атат. 1 октябрь 2012 жылга чейин Кыргызстандын экономикалык жана экологиялык кызыкчылыктарын коргош үчүн Центра Голд компаниясы менен, кыскасы Кумтор кенине байланыштуу түзүлгөн келишимдердин баарын карап чыгып, ал жерде мамлекеттин бюджетине түшүп аткан салыктардын жана социалдык төлөмдөрдүн өлчөмдөрүн чоңойтуу боюнча, Кыргызстандын жарандарынын жана чет элдик жарандардын, специалисттердин, адистердин сандык катнашын карап чыгуу боюнча, Кыргызстандын жарандардын санын көбөйтүү боюнча, ага берилип кеткен кошумча жер тилкелерин кайтарып алуу боюнча, Кыргызстанга жана Кыргызстан менен Центр Голд компаниясынын ортосундагы кирешелерди бөлүшүү формуласынын Кыргызстандын кызыкчылыгын колдоп, анын үлүшүн көбөйтүү тууралуу берип атат. Жана да ошо Центр Голд компаниясындагы Кыргызстандын акцияларынын үлүшүн көбөйтүү тууралуу тапшырма берип атат. Ошол эле учурда Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө Кумтор Голд компаниясына берилген кошумча жер тилкелерин кайтарып алуу жөнүндө берип атат, тапшырма берип атат. 31 декабрь 2003 жылы мына азыр айтылган чыккынчылык келишимини жокко чыгаруу жөнүндө чечимди кабыл алууну тапшырып атат. Генералдык прокуратура, башкы прокуратурага тыкыр иликтөө жүргүзүп, ушул чыккынчылык келишимдерди түзгөн бардык бийлик төбөлдөрүнүн, бийлик өкүлдөрүнүн атын аныктап, элге, коомчулукка билдирүүнү тапшырып атат. Ошол кездеги геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттикке кошумча Кумторго берилген бардык лицензияларды кайтарып жокко чыгаруу тууралуу маселени коюп атат. Генералдык прокуратурага ведомстволук тергөө тобун түзүп, Кумтор менен түзүлгөн келишимдердин баарын тыкыр иликтеп, андагы мыйзам бузууларды аныктап, күнөөлүү адамдарды кылмыш жоопкерчилигине тартуу жөнүндө тапшырма берилип атат. Ошол эле учурда бул токтомдун аткарылуусуну ошол кездеги Жогорку Кеңештин 2 комитетинин төрагасы Узакбаев менен Батырбековго тапшырма коюп атат. Ушул токтом кандай аткарылат, ошону көзөмөлдөгүлө деп. Бирок белгилей кете турган нерсе, бул 2 киши азыр бошондукта жүрүшөт, а катардагы ошол кездеги депутат Зулпукаров тилге каршы тергөө изоляторунда отурат. Өзүңүздөр баа берсеңиздер болот. Бул канчалык мамлекеттин кызыкчылыгына, канчалык элдин кызыкчылыгына каршы келерине. Бул жерде Жогорку Кеңеш өзүнүн колунда бар бардык мүмкүнчүлүктөрүн колдонуп, аткаруу бийлигини өкмөткө жана
биздин мыйзамдуулукту жана кылмыштуулук менен күрөшүүнү камсыздаган башкы прокуратурага тийиштүү немелерди берип атат, тапшырмаларды берип атат. Бул 2012 жылкы токтом, ушул токтомду кабыл алганга Төрөбай Закирович жардам берген, үндөгөн деп айыпталып атат. Бирок эмнегедир ушул эле токтомго добуш берген депутаттардын көпчүлүгү, бириси да башкалары жоопко тартылган жок. Анан биздин Кыргыз Конституциянын жана Жогорку Кеңештин ишмердүүлүгүнө аныктаган мыйзамдарга ылайык Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары өзүнүн добуш бергенин жыйынтыгына жана өзүнүн ой пикирин билдиргенге жоопко тартылууга мүмкүн эмес. Бирок тилекке каршы азыр бүгүнкү күндө биздин клиентибизде ошол кезде сен каршы добуш бергенсиң деген айып менен кылмыш жоопкерчилигине Конституциянын талаптарын бузуу менен тартып атат. Ошол дагы кошумча суроолоруңуз болсо жооп бергенге даярбыз. Рахмат. Спасибо большое. Журналисты, ваши вопросы. По WhatsApp я ничего не получила. У меня сразу первый... Пожалуйста, прошу вас. Представьтесь. По какому делу, да, тогда? Ну, по какому делу как раз информационное агентство вы можете обратиться в ГКНБ Кыргызской Республики. Мы хотели сейчас подробно рассказать, что из себя представляет закрыть депутата в СИЗО ГКНБ и когда озвучивает по делу Кумтор. Поэтому я попыталась подробно рассказать то обстоятельство, как народ понимает, что из себя представляет закрытие дела по Кумтору. Это люди, которые причинили как материальный, так и моральный ущерб вообще интересам Кыргызстана. Я понимаю, в моем это личном понимании, мне кажется, вы со мной тоже согласитесь, в вашем личном тоже понимании, человек виновный вообще по делу Кумтор, это те люди, которые подписывали в 2003 году, это те люди, которые подписывали в 2009 и в 2017 году. Это те люди, которые были замешаны, может быть, да? Те люди, которые на самом деле подписывали, изучали эти соглашения, которые сегодня каждый из нас приходит к мнению, что это соглашение вопреки интересам Кыргызстана. Я могу понять, как защита, как юрист, если действиями этого человека причинен ущерб. А в 2012 году принятые постановления Жогорку Кеңеша, такие постановления были приняты и в 2015 году, и в 2013 году, и каждый год принимается постановление. И эти постановления, как раз мой коллега Асыл прочитал, вот принятое постановление, за которое проголосовали большинство депутатов, из 120 депутатов. Какой ущерб причинен? Поэтому с уверенностью могу считать, что это не дело Кумтор. Дело Кумтор может быть только те, которые причинили материальный ущерб. Спасибо. Еще вопросы? У меня к вам есть, пожалуйста, Аида. Вот как раз, Аида, очень интересный вопрос. Мы тоже хотим понять, за что он сидит. За то, что в 2012 году, как и другие депутаты, проголосовал постановление Жогорку Кеңеша 27 июня 2012 года. И за то, что якобы он склонил непонятно каких депутатов, но склонил неизвестных депутатов проголосовать за принятое данное постановление, которое озвучил мой коллега, и не поддержал проект постановления на тот момент депутатской комиссии во главе Садыра Джапарова.
Но эти постановления идентичны. Мы, на самом деле, как юристы, мы не можем как политики рассматривать, как политические деятельность. Мы рассматриваем как юристы, они идентичны. С некоторыми особенностями, без указания конкретных фамилий. Поэтому я могу конкретно, это и есть конкретный ответ. В преамбуле дела, уголовного дела, не может быть указано дело Кумтор. А в народе все говорят, да, по делу Кумтор. Если быть точнее, как юристы, это процедурные моменты, может быть, нарушение какого-то регламента Джогорку Кенеша. Любое принятое постановление Джогорку Кенеша в нарушении регламента Джогорку Кенеша может называться делом то ли Кумтор, то ли Конституции. Когда мы принимали Конституцию, тоже очень многие говорили, что нарушен регламент, норма регламента. И в данном случае, какой из фракций, какой депутат, каким образом представил свой проект постановления Джогорку Кенеша на пленарное заседание Джогорку Кенеша, будет нести ответственность председателя комитетов. Будет нести ответственность спикер, может быть. Да. Но рядовой депутат, если имело быть место нарушения регламента, будет нести ответственность. Нету такой нормы. Поэтому это не дело Кумтор. Я могу вам ответить, если вы мне скажете, вот это дело Кумтор, а вот это дело не Кумтор. Правоохранительные органы сегодня до сих пор не говорят, что из себя представляет дело Кумтор. У меня тогда дополнительный вопрос, можно его задать сразу? И его к Асылбеку. Талайгуль сказала, что там на этом историческом, теперь уже будем говорить, 27 июня 2012 года решении было 3 потока информации. Это Атамикеновское постановление от группы Садыры Жапарова и от группы депутатов. В конечном счете мы видим документ, который вы прокомментировали. Как бы документ достаточно патриотичный и действительно отстаивающий интересы Кыргызстана. Скажите, какой пункт из предложений депутатской группы во главе с Садыром Жапаровым не вошел в конечное постановление, что, возможно, вызвало некое раздражение? Является ли этот пункт принципиальным? Вы говорите, они идентичны. Да, скорее всего, они действительно идентичны. И вот какой пункт, который мог бы повлиять принципиально на изменение ситуации, возможно, не вошел? Возможно. Могли бы вы такой анализ сделать? Это первая часть вопроса. И вторая часть вопроса к вам, Талайгуль. Скажите, пожалуйста, вот сейчас как бы исполнилась далекая мечта 2012 года, идет национализация Кумтор. Почему она идет такими слабыми темпами? Почему не отменено все, что происходило в 2003 году? И почему есть такое ощущение, что как бы общество тормознулось и думает, а оно мне надо? Давайте тогда вернемся. Потому что в самом деле нелепо называть все задержания делом Кумтора, потому что там нет какой-то выгоды, они не сделали ничего антипатриотичного, они не слились и не склоняли канадцев рыть глубже и брать больше, допустим так. Могли бы вот эти 2 момента прокомментировать, чтобы в конце концов стало ясно, что инкриминируется, что плохого в свое время для группы Садыра Жапарова было сделано некоторыми депутатами Жогорку Кенеша, в том числе господином Жукупаровым. Спасибо. По поводу первой части вашего вопроса хотел бы отметить, что в том проекте постановления, которое предлагалось депутатской комиссии, временной депутатской комиссии, предлагалось создать юридическое лицо новое. Юридическое лицо? Да, для чего? акционерное общество Кумтор Алтын, которое должно было бы разрабатывать. И в данном проекте постановления прям посписочно указаны фамилии лиц, которые должны руководить этим вновь образовывающимся юридическим лицом.
А вот это образование нового юридического лица на фоне работающего конторы, это вообще законно? Вот вы задаете резонный вопрос, и я так полагаю, что большинство депутатов Джордж Кенеша тоже ставили перед собой такой резонный вопрос, насколько они, как представители органов власти, как законодательный орган власти, имеют право принимать хозяйственные решения. То есть Понятно. принимать решения о создании коммерческих организаций, принимать решения о составе их руководителей. Это прерогатива органов исполнительной власти, которые К ним не относятся. Да, к ним не относятся. Поэтому Джордж Кенеш, я полагаю, что вышел бы, мое там личное мнение как юриста, вышел бы за пределы своих полномочий, создавая юридическое лицо, потому что Джордж Кенеш, Кыргызская республика, не может создавать юридическое лицо. И тем более назначать каких-то руководителей в данное предприятие с конкретными персоналиями. Это было больше бы разумно рекомендовать правительству Кыргызской республики образовать некое юридическое лицо, и если они считают, что предлагаемые ими люди, персоналии были достойны там работать и могли бы в дальнейшем повести эту работу, они могли рекомендовать правительству Кыргызской республики рассмотреть их кандидатуры, как было сделано вот недавно, когда внешнего управляющего все-таки назначила не Джордж Кенеш Кыргызской республики, а назначила правительство, потому что Джордж Кенеш Кыргызской республики принял только решение разрешить правительству при необходимости ввести внешнее управление, а само правительство уже ввело внешнее управление и приняло распорядительным, пользуясь своими функциями, приняло решение назначить ныне действующего внешнего управляющего. Поэтому в то время выходить за рамки своих полномочий Джордж Кенеш, я считаю, не мог, и депутаты приняли правильное решение по этому вопросу, так как это не относится к их компетенции. Спасибо. А все остальное было принято? А все остальное было принято. Ну, мы сейчас представляем интересы Турбай Закировича, и я думаю, на данный ответ могут сказать все члены той депутатской комиссии, во главе которой был Садыр Джапаров. Но это вы в сети интернет можете легко найти. Нам бы не хотелось бы вообще говорить касательно других лиц, которые нас абсолютно не касаются. Мы уполномочены в данном случае защищать лишь интересы. То есть вы да. по конкретной персоне. А почему национализация как бы несколько вот сейчас мощный темп как бы утратила? У вас есть такое ощущение, Талыбек? Ну, какие-то рациональные, возможно, течения включились? Или это просто мое личное заблуждение? Ну, такой вопрос, мне кажется, касается, вот вообще зародился у каждого. Да, и он требует экономического анализа, да? И юристы никаким образом мы не можем ответить на данный вопрос. Как мой коллега Асыл говорит, у Джордж Кенеша есть свои полномочия, в рамках которого они принимают решения. Понятно. Сегодня внешнее управление, либо это национализация, оно, мне кажется, время и покажет, насколько оно правильно. Но у каждого вопрос, на самом деле, если до этого неправильно велась эта работа, а почему сегодня оно продолжается? Кто-то предлагает, давайте расставим ледники, а мы же говорили за сохранение ледников, да? И почему оно не приостановлено, почему оно идет? Но это абсолютно не в рамках наших полномочий по защите господина. И у меня последний вопрос. Не могли ли бы вы процитировать, что инкриминируется господину Зулпукарову? Конкретно, как звучит предполагаемое обвинение, которое, ну, как бы еще предполагаемо не имеет доказательной базы и так далее, и так далее. Что инкриминируется? Что он просто не захотел, инкриминируется. Не захотел, а как бы понимал нецелесообразность создания каких-то еще дополнительных предприятий. Инкриминируется, если это дословно, по статье «Коррупция» за то, что Джордж Кенеш несколько раз откладывал свое пленарное заседание Джордж Кенеша для принятия постановления от 27 июня 2012 года. Начиная 20 июня данный вопрос, оказывается, откладывался несколько раз. За то, что Джордж Кенеш откладывал вопрос, сиюминутно не решил, не принял решение, за то, что он переносил, и того за то, что принял данное постановление. И за эти 7 дней
кто-то получил какие-то деньги, что ли? За это время якобы одни депутаты склонили других депутатов принять данное постановление, которое также защищает интересы Кыргызстана. Рахмат, туура суроо. Чындыгында ушул 2 айдын жүзү болуп атат. Биз баш мыйзамды кабыл алып, кыргыз эли баягы чуда күттүк деп атпайбызбы, ошол чуда менен азыр жашап атабыз. Мурдакы конституция боюнча баш мыйзам негизинде жогорку кеңештин депутаттарын бир 2-3 эле статус болгон кишилер бар. Бул президент, жумуштан кеткен президент, сот, жогорку кеңештин депутаттары, омбудсмен, жогорку кеңештин депутаттарына талапкер, президентке талапкер адамдардын өзгөчө процедурасы бар. Жоопко тартуушу. Бул эми жогорку кеңештин депутаты боюнча айтсак, мурдакы 72-чи берене баш мыйзамда көрсөтүлүп турган жогорку кеңештин депутатын жоопкерчиликке тартканга мүмкүнчүлүк болот. Жогорку кеңештин разрешение макулдугу жок. Эгерде ошол депутат өзгөчө оор кылмыш менен тартылып жатса, бул баягы коррупция, мурдакы берене боюнча 304-чү, анан 4-чү беренеси деп айтылып коебуз, баягы злоупотребление своим служебным положением деп коет да. Эми сиздерге түшүнүктүү по особо тяжким преступлениям деп коет. Ошол боюнча мурдакы редакциядан жогорку кеңештин макулдугусуз камакка алганга мүмкүнчүлүк болчу. Мурдакы. Азыркы баш мыйзам, мына 2 ай болгон баш мыйзамга андай жок, өзгөрүүлөр болду да. Жогорку кеңештин депутаты бул оор кылмыш болобу, кичинекей кылмыш болобу жоопко тартса болот. Бирок ошол моментте кармалса, на момент совершения преступления деп коебуз, кылмыш үстүнөн кармалса, мына балким урдап аткан болсо, ошол урдап аткан жеринде кармалса, балким, например, взятка алды деп коебуз, ошол взятканы алып аткан жеринен кармалса, дагы ушундай. Эми бирөөнү өлтүрүп атса, ошол жерден кармалса, эми бир адам жөнүндө айтпайын, баягы жалпы депутаттар жөнүндө да, чтобы элдерге түшүнүктүү болуш үчүн. Ошол кылмыш жасап аткан үстүнөн кармалса, сиз кое туруп күтө туруңуз, мен 61 депутаттан барып туруп макулдугун сурап келейин дебейт. Кармоого мүмкүн. Эгерде андай ошол кылмыш жасап аткан үстүнөн кармалбаса, анда жогорку кеңештин макулдугун сөзсүз алыш керек. Биз орустар айтканда бул незыблемая норма да, бул баш мыйзамда көрсөтүлүп турган норма. Ушундай эле норма жаза процессуалдык кодексинде көрсөтүлүп турат. Депутатты кармаганга мүмкүнчүлүк жок. Баш мыйзамды бузганга бизде мүмкүнчүлүк жок. Бирок бүгүн тилекке каршы бул бузуулар болуп атат. Анткени мен суроо бербей деле коеюн, сиздер өзүңүз билесиздер. Торобай Зулпукаров 2021 жылдын май айында, июнь айында болуп атат.
кылмыш жасап аткан жеринен кармалдыбы? Жок. Эгерде 2012 жылкы багы биз абсурдное подозрение деп атпайбызбы? Ошол болсо, анан бүгүн 21 жылы кылмыш жасап аткан үстүнөн кармалды деп айтабызбы? Аны юрист болгонун кереги жок. Жок. Демек, баш мыйзам бузулууда. Бул бузулууну 1-Май райондук соту дагы, Бишкек шаардык соту дагы жок, бузулуулар жок деп чечим чыгарып коюп атат. Бул чечимди дагы кийин тарых өзү көрсөтөт деп эсептейбиз. Бүгүн ар кандай суроолор болуп атат. Биз ушул уведомленияны окуганда деле карап кызык болду. Эмне үчүн? Анан Турбай Закирович бүгүн болбосо эртең чыгат деген үмүттөбүз. Анткени бүгүнкү күндө бир далил, бир жагдай дагы жок. Анын кандайдыр күнөөсү бар экенин. Ошондуктан сөзсүз чыгат. Ошондо өзүнүн шайлоочуларына чыгып, өзүнүн болгон оюн айтып берем деп айтып атат. Ошондуктан анын өзүнүн укканын жакшы да. Анткени биз бүгүн юридикалык бааны берели, а саясий бааны эртең өзү сөз берет. Анткени бүгүн болбосо эртең сөзсүз чыгат. Я должна закончить, но у меня один маленький вопрос. Скажите, вот есть ли вообще принята ли мера наказания за нарушение норм основного закона любого государства Конституции вообще в мировой практике? У нас вот как бы правовые судебные органы спокойно игнорируют норму конституционную, и как бы сейчас пока пауза зависла. А в других странах вообще предусмотрена какая-то мера наказания за нарушение Конституции и вообще какое-то небрежное отношение к символам государственности. Тем более, что Конституция является основным документом, паспортом. Предусмотрена мера? Чтобы вообще задавать вопрос, предусмотрена ли ответственность вообще за нарушение Конституции, может, мне кажется, мы должны понять, вообще другие страны нарушают нормы Конституции? Это настолько незыблемая норма, у нас в голове даже не должно быть понять, что мы можем нарушить Конституцию. Ну, сегодня, согласно действующей редакции Конституции, несет ответственность у нас, дает гарантию, несет ответственность у нас президент. Я думаю, наш действующий президент даст оценку этим действиям. Жок, азыркы мыйзамдын негизинде Бишкек шаардык сотунун чечими бул акыркы инстанция болуп эсептелет. Башка эч жака кайрылганга мүмкүнчүлүк жок. Я заканчиваю. Всем спасибо.